Друзья, всем привет! Мы находимся на YouTube-канале Найза ТВ. Сегодня у нас в гостях Шараф Давлатмуродов. Шараф, приветствуем. Привет. Виктория сегодня мне помогает, будет соведущим 1 на 1 без перчаток. Всем привет. Да, попробуем Шарафа раскрыть с разных сторон. Кто не знает Шарафа, если есть такие люди, то это боец сейчас LFA, дебютировал там, одержал свою первую победу. Кроме этого, он дрался на турнирах ACB, ACA, OpenFC. Вообще дрался, мне кажется, практически на всех турнирах, которые существуют в России. Беллатор, кроме UFC, Беллатор, наверное, точно. да, получается. Да, осталось UFC как раз. Ну и, собственно, сейчас, я так понимаю, что ты к нему идешь, как раз и LFA тебе в этом должно помочь. Да. Давай про дебют поговорим. Неделю назад буквально подрался, сейчас в Алматы. Как тебе ощущения от новой лиги? Ну, на самом деле, слава богу, что все прошло без травм таких особых. Но могу сказать, бой оказался тяжелый. Во-первых, соперник, оппонент, да, такой был крепкий парень. Он дрался в России, кстати, очень много там и по кулачке, и в РСС, там по ММА смешанным единоборствам. Но самая тяжелая история, почему так получилось, выходил 3 раза на пик. У меня должен был бой быть, дебютировать я должен был в этой лиге в ноябре. Потом у меня перенесли на январь, потом на февраль. Я вот, клянусь, уже в феврале вот так вот собрал вещи. Уже звоню семье, домой, жене там говорю, я уже еду домой, все. Ну, уже сколько можно, чтобы переносился. То соперник слетал, то турнир. Ну, какие-то свои обстоятельства. Я думаю, ну все уже, я собираю вещи, уже все. Завтра смотрю билеты, чтобы купить завтра-послезавтра на вылет. Мне говорят, все, там с января переносим, с февраля переносим на 100% на март в Лас-Вегасе, тебе никуда лететь не надо, ты уже готов. Я говорю, ну все, уже 100%, 100%. Я говорю, прям 100%, потому что в тот раз тоже было 100%. Он говорит, ну все, тренер Тарас вылетает, Тарас Кияшко, и мы вот как раз ждем эту, так скажем, дату. Все, находимся в ожидании, и получается, за 2 недели у меня слетает соперник. Вновь. Там был тоже бразилец до этого, тоже крепкий парень, и слетает, и как раз уже тренер летит в самолете в Лас-Вегас. И он, в принципе, не знает, что у меня слетает тренер. И я просто в шоке, я говорю, ну как? Ну, вот так вот, получается, что-то у него случилось. А я смотрю, там, ну, зашел в Инстаграм моего оппонента просто посмотреть, кто это вообще, и так далее, первого, которого додали. Я смотрю, он там с семьей отдыхает, кайфует во Флориде, в Майами. Я думаю, что-то не похоже, что он на меня настраивается. И все, и получается, прилетает Тарас в Лас-Вегас, я ему обрадую новость, и буквально вот он приземляется, и мне через буквально 15-20 минут говорит, все, мы тебе нашли оппонента. Я говорю, ну, отлично. А я уже, когда он летел я уже 2-й раз смотрел билеты домой. Клянусь, я просто уже все. У меня уже с того момента собранные чемоданы были. Мне просто купить билеты, все. И вот, получается, он прилетает, мы договариваемся, ну, имеется в виду, подготавливаемся, доводимся, вес догоняем. Но я говорю, что вот эти постоянные эмоциональные качели в плане отмены, там, с оппонента, боя и так далее, вот они, походу, меня чуть функционально подсбили. Я не могу сказать, что у меня там как-то я там сильно умер, но просто я чувствовал, что уже когда на бой выходил, я уже как выжатый лимон эмоционально был. В плане физической подготовки, там, кемпа, но я готовился и с Долидзе, и готовился с Стриклингом, который готовился к поединку. Я был основной спарринг-партнер у Шона Стриклинга, потому что с ним, ну, мало кто работает, он жесткий такой, ну, реально может уронить тебя во время спарринга. В принципе, он один из таких, как и Долидзе. Долидзе тоже постоянно, там, каждый спарринг кого-то роняет. Ну, и вот я с ними, в принципе, работал. Меня там как бой, он бы меня уже точно ничем не удивил в плане жесткости. Так что вот с ними, пройдя кемп, ну, я уже просто хотел подраться. И вот это вот дисбаланс, так скажем, эмоциональный меня чуть-чуть, так скажем, ну, не подвел, а дестабилизировал. Какие-то договоренности с лигой LFA есть о, не знаю, там, количестве боев, которые доведут тебя до чемпионского пояса, потому что до этого был Азамат Бекоев, которого как раз подписали в UFC, и плюс как раз пояс, это, мне кажется,
тот момент, который UFC интересует, и они с LFA любят чемпионов? Ну, на самом деле, тут даже, наверное, не пояс, а, скорее всего, UFC Pass. Это вот эта история, которая, ну, реально смотрит UFC. И, в принципе, когда ты в Америке выигрываешь поединки ярко, ты даже можешь быть не чемпионом. Просто нужный момент, нужное время с определенное количество документов, да, там, и победами тебя подпишут запросто. Ну, давайте возьмем пример. Азамат Бекоев, да, например, он сколько был чемпионом? 3 года, да, наверное. Его не могли подписать. Просто сложилось такие обстоятельства. Он находился в Америке, у него слетел оппонент, у бойца, да, которого слетел оппонент, и он просто вышел на замену. Да, там я не могу сказать, что он был к пиковой форме, может быть, за неделю там не подвестись, но он сделал свою работу, воспользовался шансом. Даже если он проиграл, его бы все равно уже подписали, потому что он свои обязательства выполнил, и UFC это любит. И у меня определенная договоренность, я должен был драться следующий, так скажем, за титул, да, но мне сказали, давай еще раз подерешься, один рейтинговую историю в связи с тем, что у меня там ожидали, что я там досрочно все это сделаю, но я и сам, в принципе, готов на эту был историю, но чуть-чуть, так скажем, до результата довели эту историю, и третий раунд, да, там показалось не такой зрелищный там в плане борьбы. В плане ММА, да, люди понимают, что я сделал свою качественную работу, везде его в позициях выиграл в ударке и в борьбе, и в грэпплинге. Но для зрителя, который в Америке, он избалованный, им нужна рубка. Ты можешь даже рубиться, но проигрывая, там, проиграя бой, ты все равно тебя будут любить, и тебе будут давать и контракты. Вот, например, возьмем Хадис Ибрагимов, да, он в UFC был 0-4, но он каждый бой закатывал на самом деле, и UFC ему давала каждый раз шанс. Так что, не знаю, посмотрим, все зависит от следующего боя, как я подерусь и как я выиграю. Если, может быть, ярко, может, и не нужно будет мне титульная история, так скажем, ну, конечно, каждый хочет стать чемпионом, если ты уже подписался в эту лигу, но разницы нет, у нас окончательная история в UFC. Так что сейчас это пока, так скажем, пик моей карьеры, который вот надо год-два прям за вот это время, период времени проделать работу. Вот, кстати, интересная история. Мы обсуждали на наших подкастах очень часто тему, насколько важно быть ярко медийным бойцом для того, чтобы оставаться в UFC. То есть, ну вот, допустим, возьмем пример сейчас Анкалаев чемпион, и говорят, что он медийно скучный. И, ну вот по вашему мнению, насколько важно красивые бои показывать или важно быть медийно ярким? Ну, тут на самом деле такой вопрос сложный в связи с тем, что мы все равно с другого, так скажем, медиапространства. Угу. Америка – это есть Америка, и ей нравится своя фанатская публика. Но есть же такой же пример, как Шара Буллет, да, который был сам заинтересован, UFC само было заинтересовано в нем, и она ему само предложила этот контракт, потому что он такой яркий персонаж, да, там медийный, его там определенный период времени, так не скажу, что вели, но давали удобных соперников под стилистику. Да, он там, я не уменьшаю его заслуги, что он там выиграл там мертвецов, просто, ну, удобных оппонентов. Там бывают и крепче ребята в плане борьбы, которые могут создать проблемы, да. Но на самом деле у них история в плане медийности, когда ты попадаешь уже в UFC, продакшн сам тебя раскручивает. Да, ты там можешь быть скучным и так далее, там, но он тебя подталкивает. Но это надо совсем уже быть, так скажем, мертвым камнем, да, чтобы, ну, там вообще не раскрутить. Вот посмотрите даже на Анкалаева, да, он уже там комментарии, твиты, вот эту всю историю, там ему кто-то, понятно, что за него, да, за него эту всю историю делают, но хотя бы это как-то могут подтолкнуть. Ну и самое главное, это язык надо знать. Это 100% даже интервью, комментарии, там просто подкасты на английском языке. Это наши подкасты никто не смотрит, это только интересно нам, постсоветскому пространству, русскоговорящим, да, так скажем. И, в принципе, для американцев подкасты очень интересная тематика. Это рынок настолько потребительный, так скажем, он все съест. Он реально там из такого простого среднячка делают из них суперстар. И для них вот эта картинка, продакшн, ну, они реально круто делают свою работу. Там у них, в принципе, в стране, так скажем, обертка дороже выглядит, чем составляющая. Это в любой области. Медицина, там, школа, знания, образование, да, там, любой спорт и так далее. Это у нас там
менталитет, мы там боимся, знаете как, то ли похвастаться, то ли, знаете, там преувеличить свои заслуги. И нам, а что нас будут там говорить? Люди, там, родственники, друзья, там. И мы чуть от этого стесняемся, потому что зависим от общественного мнения. У нас разные, так скажем, менталитеты в этом плане. Ну, и мы как бы всю дорогу не стремились материальную историю забрать, а им надо продакшн, продать обертку. Из-за этого они начинают раскручивать любого даже там, ну, скажем, как ты выразился, камня, да. Но на самом деле... Конечно, медийная история ты должен быть. Это же не зря говорят спортивный шоу-бизнес. Да. Ты должен продавать себя, свой личный бренд, потому что помимо того, что там тебя в UFC ты должен продвигать себя, ну, это как минимум ты спонсорами и так далее должен там с партнерами как-то взаимодействовать вне, так скажем, этого продакшена. Так что это, ну, надо, необходимо. А вот вы упомянули, что тренировались с Романом Долидзе, у него будет бой вот на эти выходные. Да. Ваш прогноз, если можно, в какой он форме? Вот первый поединок я как раз тоже готовился с ним в Таиланде. Тоже был его единственным спарринг-партнером, потому что, расскажу такую историю, у нас было 4 человека в подготовке. Я, Арышев, ну, который чемпион нашего дела, как раз он дрался. Потом, получается, Эрдоган Шамиль, который вот в UFC сейчас будет драться. Вот у нас такая была 4. Я как раз готовился на Гавайях к своему поединку в Беллаторе, и у нас такая история была, ну, мы прям такой создали комьюнити, да, там такое, топовых бойцов. Борцухи, кстати, прям все. Ну, кроме Арышева, наверное. Ну, он сейчас... Ну, на тот момент он больше там ударником был. Ну, и, в принципе, все такие разношерстные. И мы там работали, прям, в принципе, помогали. И вот у нас там, я не помню... еще с нами какой-то серб был с КСВ, я не помню фамилию, но такой тоже неплохой. По профессиональному боксу выступает в Европе. И у нас была такая история, что вот нас было вот 6 человек, там еще какой-то молодой парень был. Так, чисто пару закрывал, чтобы 3 пары было постоянно. Мы отдельно собирались, готовились и так далее. И получилось так, что вот каждый спарринг, вот у нас был раз там в неделю в маленьких перчатках, вот каждый спарринг, он кого-то выносил. Арышеву ребро сломал, Эрдогану оторвал колено, потом серба выключил с локтя, рассек ему полголовы. Я вот просто уже подхожу до Лидзы, и он мне что-то там, мы там спаррингуемся. Я, в принципе, по стилистике, ну, я с ним уже работаю, я понимаю, не обостряю некоторые моменты, я вот обхожу эти истории там. Потому что, ну, в принципе, думающий, так скажем, мне это не надо, лишние травмы. И получилось так, что вот он мне там как-то попадает, там, то ли с локтя засовывает мне жестко там в клинче, ну, где можно было просто придержать. Я ему говорю: Роман, ну, ты на самом деле, ну, ты не видишь вокруг, что кроме меня у тебя реально не осталось больше спарринг-партнеров. У тебя просто нет людей вокруг. Все, ты всех убил. Ты хочешь меня сейчас уничтожить, и все, и мы... Ну, больше ты ни с кем не будешь спарринговать. Вон, мешок, который висит, будешь с ним целыми днями боксировать, и все. Вот такой: все, извини. А у меня как раз там тоже такие обстоятельства были. Турнир переносился, у меня поединка не давали, и потом бах, поставили 23 апреля, что ли, это было 2 года назад. И все, мне получается, я опять ждал, готовился в Таиланде, и мне дают, и я с Долидзе становлюсь последний спарринг, начинаю с ним работать. Я не знаю, как этот прием называется. Он мне забирает спину, я начинаю вставать, и получается, во время забит Магомедшарипов его этот еще прием делал, и получается, да, наверное, как-то так он называет, и вытягивает мне ногу, и я, получается, в противоход даю, и у меня, получается, от 5-й точки до пятки мышца отлетает. Ой, мамочка. Я вот так на него смотрю, у меня просто, я наступить не могу на эту ногу. У меня бой вот через 4 недели. Я на него смотрю, говорю: Ром, ну ты что, угораешь реально? У меня просто ноги нету. Я как сейчас буду работать? Это уже после того, как вы с ним поговорили? Ну, конечно. Но вот он не от зла это делает. Вот бывает... Входит в какой-то раж, да? Ну, вот он просто дерево вот сам по себе, вот камень, вот, вот такие вот. Вот сильнее этого человека я не видел. Вот у него какая-то, да, горилья сила. Вот я его так и называю, там, горилла. Он, ну, большой, волосатый грузин. Но на самом деле он просто физически сильнее его нету.
Вот я еще ни с кем. Да, он там, может быть, в борьбе, в стойке там плохо работает, его переводят там. Ну, неплохо, но не оснащен, потому что он грэплер. Но если я в партер к нему вниз попадаю, ну, даже не так я выражусь. За время спаррингов он по-любому мне делает один сабмишн. При любом раскладе. Хотя у меня... Чемпион мира, да, по грэпплингу? По ADCC, да. Хотя у меня там, да, черный пояс, я там знаю, что такое защищаться, мне бразильцы ничего не могут сделать. Я очень хорошо себя чувствую в партере. Но он с ним по-любому за спарринг он мне сделает один прием. Это вот 100%. Хоть я ему даже не дам себя перевести, он сам упадет, сам меня затащит в эти глубокие воды и сделает. Ну, вот такой вот персонаж. И таких, наверное, ну, единицы. Были же тоже такие разговоры о том, что он засабмитил Чимаева. На ногу ему вышел. Да, он очень нервничал. Там такая была история, там психовал, так скажем. Но он говорит, у меня-то нет такого, что там типа вау, я ему там сделал. Это просто рабочие моменты. И я, в принципе, понимаю, что там... Я тоже психую, но в то же время там это мне рост. И вот я к чему рассказывал. А я как раз был в Таиланде до приезда Долидзе, приехал первый бой в Витори. И я, получается, весь кемп прошел с Витори. И у меня вот такая история была. Я подготовил Витори, приезжает Долидзе, и я готовлю Долидзе на Витори. Они как раз вот дрались. И вот сейчас получается так, что я опять спарринг-партнер Долидзе. Первый бой мы, когда разговаривали, общались, ну, я не знаю, как он проигрывает вообще, в принципе. Что там не получилось вообще? Тот просто отпрыгал, отработал, они там в стойке его рубились, и там вот на тоненького он выиграл в Витори. И была такая история, я говорю, вот мне просто интересно, почему ты ни разу не попробовал бороться? Ну ты что, типа, как-то рассчитываешь, что ты читер или как? Ну типа нельзя тебе бороться, почему? Или типа это недостойно твоим понятиям, надо выиграть его, убить с локтей? Удар у Долидзе намного хуже, чем его борьба. Ну не то, что намного хуже, но у него есть панч. Но он терпеливый, он характерный, постоянно может додавить, выносливый. Но просто я знаю, если он в партер переведет, но он по-любому что-то сделает. Я не знаю, почему он этим не пользуется. Он говорит, ну я не захотел, я думал, его в стойке уроню. И я говорю, ты на таком уровне дерешься, и вот просто свое эго тебя вот просто убило. Ты же профессионал, ну ты просто сделай свою работу. Ну зачем ты тогда вообще? Он говорит, мне вообще не нравится драться. Я не люблю это дело. Но вот мне вот такой, он такой вот человек, у него просто есть, так скажем, параллельно свой бизнес, и он просто ради кайфа дерется. Он говорит, да я вообще не... Вот этот человек, который вообще 28 лет начал заниматься спортом. Он же с футбола пришел. С футбола пришел, начал грэпплингом заниматься, выиграл за пару лет чемпионат мира ADCC, это который, ну это, я не знаю, там чемпионат мира по футболу считается среди ADCC. 6 боев провел по ММА, подписали UFC, всех топов перекрошил. Сейчас вот главные бои вечера. И говорит, я не хочу, я вообще не люблю драться. Ну вот это просто противоположность. Вот я еще раз к этому прихожу назад. Если опять он не включит свое эго, ну у Витори реально вот второй раз велосипед не получится. Он просто его перекроет и выиграет. Мне единственное, знаешь, что смущает, я не знаю, смотрел ты или нет фотографии сейчас с фотосессии, у него лишний вес есть. У Романа? Да, то есть у него форма не топовая, как обычно, у него прям бока, не знаю. Не, в плане не в бока. Он вот сейчас в последний день, он за 4 часа гоняет 7 килограмм в последний день. Все, он с утра просыпается, не за 4, наверное, за 6. Ну вот в последний, 8 часов, потому что он говорил, на каждый килограмм 1 час я трачу. Он сидит в горячей ванне, вот, ну, ты ориентируешься вообще в весогонках, там по 10 минут, он сидит 30 минут. Ну, человек просто горный, менталитет у него. Но я не знаю, это вот, я его вот реально там называю чисто вот гориллой, потому что он, вот что-то, чтобы ты понимал, но это все в положительном смысле. Ты знаешь, кто его должен подписать? Да, кстати, да. И вот у него такая, ну, история, он просто может в гору уйти, в лес, и 2 дня жить там. Вот в тайгу просто там, не знаю. И вот он такой вот тип персонаж. Слушай, это напоминает про Хаску. Да, он тоже... ребенок по сравнению с ним, я говорю. Это вот просто, ну я-то с ним уже не первый, так скажем, день живу, я понял, что за менталитет. Он вот этот Лас-Вегас вокруг, да, там, так скажем, горная история, он ее все облазил. У него там свои нычки, этих кастрюли какие-то там, знаешь, мы приехали просто пожить где-то. Так он и вот этот N-Bandit, когда снимают, он замучил этих операторов. Они с ним в тайгу ушли, в лес. Они говорят, Роман, нам страшно, может быть, мы назад вернемся. Он говорит, нет, я вам должен показать
место силы своей, и он их ведет, а там реально, ну, медведь в лесу может напасть, просто разорвать. Он говорит, ну, я говорю, а как ты вообще спишь ночью? Он говорит, ну, вот иногда, ну, просто я на звуки реагирую, что типа это, просто в лесу 2 дня могу. Вот, Медведь на гориллу не нападет. Ну, Я его знала как одного из самых интеллектуальных бойцов, теперь вот вы раскрыли его Нет. как одного из самых... умственную способность его никто не отменяет. Ну это да, просто понятно, просто интересно, новая менталитетность. сторона. Вот эта менталитетность для боев, вот жесткость вот это. Именно ментальность, вот как Стриклинг раньше был, да, ну сейчас, и сейчас он есть, да, он такой отморозок, ему там разницы нету. Вот у них вот это преимущество для бойцов. У нас мы там больше думаем о поражениях, там мы более такие, знаете, оснащенно технически. И, может быть, это наш... И вообще, в принципе, у бразильцев, у американцев они не такие обученные, как мы. И, ну, и они об этом и не думают, что, типа, у них что-то не получается. Не получилось, идут дальше. Не получилось, идут дальше. И вот это для них тоже большой плюс. И они об этом думают, типа... Bad day, типа, ну, в офисе, плохой день, да, на работе. Сегодня не получилось, и говорит, ну, ладно, там, ничего страшного. Ну, и у нас как бы для этого есть стимул. Почему? Потому что, чтобы нам попасть в Америку и зарабатывать нормальные, так скажем, более-менее деньги, и чтобы там укрепиться, у нас все стоит на кону. Потому что второго шанса, когда тебя выгонят, ты уже не попадешь туда. А у них ты проиграл там 12 боев подряд, один бой где-нибудь выиграл на туф-нуф, или как он там называется. Там выиграл, тебя подписали, потому что ты гражданин местный, так скажем. Все, тебе не надо там что-то искать и так далее. Ну, по факту ты там... У нас все равно на территории, так скажем, одни и те же дерутся, да, там, потому что у нас шердок, там, медийка какая-то, плюс-минус, даже если после поражения тебе могут дать шанс подраться, если ты еще в боевом режиме, так скажем. Так же и у них. Да, ты там, может быть, миллионы не будешь зарабатывать, но ты можешь карьеру перезапустить. А у нас, чтобы туда попасть, мы им не интересны. Как бы это ни крутилось. Это вот как раз интересный был период времени, когда в арабский континент заходили, да, там, регион, и тогда еще были интересны, там, скажем, с Ну и когда, постсоветского кстати, в Россию пространства. заходили, тоже подписывали. Не, ну это безусловно, это я вот сейчас уже в нынешних реалиях так говорю. Да, под Дубай, там, под Абу-Даби подписывали. Да, вот там вы посмотрите, ну, карт из 12-13 боев 80% состоят, ну, из россиян, ну, из постсоветского пространства. Так скажем, ну, и причем, наверное, арабы некоторые думают, что, не знаю, там, русские, типа, все мусульмане, наверное, я не знаю, это же для них интересно в плане, ну, как арабский континент, да, там, что они, наверное, не подразделяют. Есть там славяне, есть кавказцы и так далее, есть азиаты, разная тематика. Для них просто все под одной гребенкой. Вот такая вот история. Как и в Америке, в принципе, там они не кричат там «я мексиканец» или там «я там, не знаю, порториканец», «я американец». А только когда hometown, когда говоришь, они уже говорят там «я вот оттуда родом» и так далее. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Что по поводу Стрикленда, тоже раз обсудили Долидзе, ты готовился с Шоном, он подрался с Дрикусом Дюплесси, потерпел поражение. Для тебя было ожидаемо или, наоборот, удивительно? Ну, на самом деле нет. У него кэмп очень был крутой, и форма очень крутая. Но вот почему он так сработал плохо, в связи с тем, что у него став вылез. Вы видели, наверное, да, у него там большой став вылез, и он, я не знаю, там от ума его, наверное, или не от ума, там, он за 6 дней вылетел в Австралии. Когда я в тот раз в 2017 году дрался в Австралии с Брэд Купером, Да, бывшим чемпионом Беллатором, я как раз на вот этой штуке и попался. Первое поражение же твое. Первое поражение мое, я и попался как раз на акклиматизации. Я прилетел ровно за 7 дней на турнир в Брисбен, это западное побережье Австралии. Я прилетел, и меня как раз 7-й день пиковая как раз акклиматизация ударила. Я не мог спать, не мог есть. В принципе, я не мог поверить, что меня вообще что-то акклиматизация может взять. Мне тогда было, сколько это, 7 лет назад. 25 лет, я молодой, так скажем, горячий. Какая акклиматизация, о чем вы говорите там? Я спокойно вес согнал, приехал, был в очень бешеной форме. Я Купера там около финиша в первом раунде 2 раза. Там я его нокдаун ему сделал и чуть ли не сосабмитил. Чуть-чуть не хватило. Я сажусь, помню, между первым и вторым раундом, сажусь, меня секундант спрашивает, как ты себя чувствуешь? Говорю, я его сейчас закончу.
Я даже меня не разминаю, все нормально. Я встаю, делаю первый проход, и я просто как будто силой меня дементор высасывает. И я просто вот так вот падаю ему в ноги. Я думаю, ну надо немножко полежать в партере, сейчас, наверное, отпустит. Я не знаю, что случилось. И мне начинает Купер засаживать в голову, и я понимаю, что я не восстанавливаюсь от удара в голову. Я думаю, ну надо вставать. И я, получается, встал на фоне просто. Я не могу понять, почему мне... Когда ты есть устаешь, и ты на характере работаешь дальше, это нормальная история, да, там. Но когда тебя просто выключается тело... Это из-за акклиматизации? Да, потому что там даже, вот посмотрите, вода в противоположную сторону крутится. И я просто вот не мог... Я просто встал, и у меня руки, ну, не то, что я там, не какой-то бешеный темп у меня был или так далее. Просто выключилось Я тело. помню этот бой, кстати. И я вообще не могу сообразить, почему. И я вот просто вперед головой пошел, он мне дал апперкот, попал в глаз, там контузия глаза у меня было полгода. Я как хамелеон в разные стороны смотрел. Полгода, пока стабилизация не получилась и глаза. Я думал, я уже навсегда такой останусь. Но ничего, жизненным опытом вот этой акклиматизации, я вот реально первый раз в жизни столкнулся, что такое может быть. И все, и вот на вот этом фоне как раз, я говорю, Стриклинг попался в эту же ловушку. Вы посмотрите, он не давил, функционально не был, ну, просадка у него была пофункционально. Я с ним работал, Стриклинга можно еще выиграть 3 раунда. Но 5 раундов я бы точно не потянул с ним. Потому что он тебя просто этим темпом начинает давить, уничтожать тебя. Да, ты его можешь там перевести, но ты его не удержишь никогда в жизни. Ну, можно, конечно, удержать. Может, Долидзе бы и удержал бы там, да, в плане сабмишена. Но в плане его там ты очень много потратишь силы, оно потом тебе в дальних раундах об этом скажется. И он постоянно... Ну, защита у него, конечно, это вообще особый вид искусства. Там, я не знаю, у него голова вот так вот, и ты все равно по ней не можешь попасть. Он как-то вот так вот защищается. Вот этот, как в цирке, вот эти, знаете, жонглеры. И вот он нестандартный очень. Очень неудобный соперник, оппонент. Но все равно в то же время ты как бы работаешь с ним. Ну, 3 раунда еще на очках отвелосипедить можно с ним. Да, там... Он пропускает очень много. Но он ментально, еще один расскажу историю про него. Кто-то из дагестанцев, парни приехали, не могу сказать фамилию, не помню, у меня не было тогда. С ним спарринговались, у него неделя до боя, его выключают на глушнину. Он прям вот так вот заснул. Ну, прям вот все, выключило его. Он через неделю встает и просто в UFC выключает типа другого. Ну, вот это опять про менталитет. Вот таких вот, которые такие отморозки, так скажем, в хорошем смысле, да, там, это единицы их в мире, и они становятся чемпионами. Я не удивлюсь, что если вот сейчас Долидзе вот это свое, так скажем... Эго. Ну, эго, да, там, ну, эго тоже там некоторые там могут воспринять по-другому, да, там, что он там высокомерный. Нет, эго именно самим собой, что типа хочет доказать, что там своим преимуществом не пользуясь, так скажем. Хотя это все легально, да, так скажем. И вот эта история, что он, если он преодолеет, ну, сам с собой договорится, да, там внутри себя, то он будущий чемпион. Ну, это я прям без преувеличений, не потому что он мой там друг, не потому что там... Ну, я говорю, вот реально, я с ним уже не первый день. Тоже, ну... И он прям вот, извиняюсь, что сейчас закончу, и он прям на спаррингах, когда с ним люди не становятся уже, я уже последние 2 недели уже жизнью наученный, тоже не вставал с ним. Я говорю, я не хочу травмироваться, дай мне уже спокойно дожить. И то он мне там что-то так жестко ударил раз на отработке. Я ему лоу-кик начал бить, и он мне просто в нос дал в разрез. Я говорю, зачем? Ну, типа, ты медленно ударил, я поймал. Я говорю, ну, ты поймал, молодец. Ну, ты обозначь, зачем меня убивать сразу? И вот, и в таком формате, и вот он, вот с Стриклингом он вставал, он говорит, ты проиграешь Стриклинг, если ты со мной не станешь в спарринге. Он говорит, ты же чемпион, иди сюда, трус. И вот так вот при всех, вот, ну, он капитан команды, и там их человек 50 там народу, там все топы в Лас-Вегасе моего веса и выше, они приходят в кутюр. И вот он его прям засаживает, типа, ты проиграешь, потому что ты потерял свой голод или ментальность, как-то он так выразился, что надо оставаться таким же голодным. Вот такая вот история. Слушай, а это все-таки вот про Долидзе не история, что есть ребята в зале, ты тоже по-любому таких видел, ты знаешь, называют чемпионы зала, когда в зале типа ты всех можешь разнести, а вот когда до боев доходит, просто у Долидзе поражения есть в UFC, причем поражения есть и тяжелые, и решениями есть поражения. Да я вот говорю, тут не вот этот случай.
Я думаю, не потому, что он там кому-то там показывает, убивает и потом боится на бои выходить. Нет, там, я не знаю, конечно, все люди боятся. Ну, у всех страх, это нормально для человека, там, хоть ты там, это твоя профессия, да. Ну, там чуть-чуть в голове по-другому вся эта история выстроена. Он просто может не хотеть иногда. Ну, или и вот это эго. Он, я же говорю, он такой особый персонаж фильма. Вы даже не понимаете, что это. Ну, вот он такой есть. Его там можно не уболтать, не уговорить. Вот он сам себе, если придумал в голове, значит, он это сделает. Он захочет выиграть, он захочет. Вот он, я в последний с Холодным, да, у него там крайний бой, когда он задушил, говорит, я говорю, я его каждый раз, типа, говорю, почему ты не пользуешься своей борьбой? Ты же сам себя там, типа, ну, с чего ты взял, что ты вообще ударник? Не, ну вообще понятно, что он там может уронить, у него то, что есть буханка, да, там он там реально выключал много, у него там таких случаев, да, там. Ну и в принципе и меня там, да, там цеплял, там я тоже танцевал после его ударов. Но вопрос в другом. Я говорю, ну в бою ты же можешь это вообще намного все проще сделать. Он такой, ну все, я вот типа я поменялся после Имамова. Я говорю, ну сколько надо поражений было, чтобы ты сам с собой договорился. Не кто-то там договорился с ним, а он сам с собой. Вот, говорит, я ж Холланда выиграл. Я говорю, ну, надеюсь, так же будешь и с Виторией в реванше. Он говорит, да, я чуть по-другому буду относиться к этой истории. Возвращаясь еще к Азамату Бекоеву, как ты правильно сказал, он действительно очень долго ждал своего шанса, но он знал, что такой шанс как раз появится, поэтому он и поехал, собственно, в Америку, бросил там, ну, условно, неплохие заработки в ACA, бросил комфортную жизнь в России, где у него там и квартира была, и все остальное, и вот при этом долгое время находился в Америке. Ты рассказываешь, когда про свою, да, какую-то историю, ты говоришь, что был в шаге от того, чтобы купить билеты и вернуться домой, потому что скучаешь по семье, вот там по родине, а вот все-таки, ну, ты же понимаешь, что если ты хочешь попасть в UFC, то придется делать как Бекоев, потому что действительно именно за тобой UFC не охотится. Ну вот как раз вот хороший такой вопрос, такой, особенно вот я хочу разъяснить вот эту историю молодежи. Да, там в моем возрасте, так скажем, ну я там не скажу, что я старый, но вот потому что это пиковая сейчас история, 32 года, мне как раз надо 3-4 года еще в хороших кондициях, я где могу себя там заявить и показать, да. Вот для молодежи особенно, которые хотят, там, смотрят все на Запад и так далее, мы там не нужны, да, там, ну, единичные исключительные случаи, типа как Шара Буллит, который медийный, и то он там всю карьеру сделал, так скажем. Или второй вариант, если ты там с детства переехал, живешь в Америке, и там, ну, ты уже как а-ля типа гражданина, да, там, так скажем, Америки. И есть момент, да, который, так скажем, ну, такие люди, так скажем, гастролеры по жизни, у которых ничего нету сзади, да, там, семьи, обязательств, бизнес какой-то определенный, ты можешь сорваться спокойно и поехать, там, испытать свой шанс, да, там, особенно когда ты молодой, ты вот карьера, там, может быть, 3, 4, 5, 6 боев, 7, 8, где-то так, потому что, еще раз, исключение сделаю, если молодежь приезжает туда, и тебе бой не дадут. Вот какой бы ты там супер лютый был, там очень техничный, единицам дают, если где-то там в каких-то взаимоотношениях, там с Хенри Хуфтом, например, да, там как пример возьмем для Kill Cliff, там много очень ребят там с Чечни, с Дагестана, которые приезжают и ждут, но от них отказываются оппоненты постоянно, потому что кто с нашего региона, они знают, очень крепкие ребята, с которым не нужны проблемы. Зачем им надо за копейки драться, если они могут пару боев сделать, их подпишут UFC, и там уже ты можешь рисковать. И в том-то и дело, они туда едут, ждут по году, по два, там, ребята, которые там присутствуют, там, они, не знаю, раз в 3 года, там, раз-два в 1,5 года могут подраться, там, но в России ты при любом раскладе больше найдешь, там, ну, или в постсоветском пространстве, если ты там, да, там, 5, 6, 7-0, да, там идешь. Ну, туда ты приехал, ты должен знать, что у тебя есть, так скажем, определенная подпитка денежного момента. Кто-то или там старшие братья, там, или кто-то из партнеров, спонсоров, или ты там и выходец. Ну, как правило, из богатой семьи не занимаются этой историей, да, там, это единицы, кто там, так скажем. Ну, да, но это единицы, вот единицы, я же говорю, что... И вот как раз, и ты там должен, так скажем, пожертвовать своей молодостью, если ты прям реально выбрал. Вот я клянусь,
вот у меня растет старший сын, я не хочу, чтобы он стал профессиональным спортсменом. Вот я его максимально буду Он отговаривать. занимается сейчас спортом? Ну, ему 3 года, он вот, мы его на плавание отдаем, я его вот уже в зал вожу, он со мной там ходит, и с ним там играются, борются и так далее. Но он сейчас там, так скажем, уже через 2 года полноценно будет заниматься. Но я не хочу, я хочу, чтобы он выполнил мастера спорта, там, чтобы защитить семью, маму, там, жену и так далее. Но я не хочу, чтобы он стал профессиональным. Особенно наш профессиональный спорт, это настолько тяжелый и низкооплачиваемый. Вот я считал просто примерно проходимость, так скажем, на топового уровня бойца, который вне UFC, это вот примерно 0,5% из всех заявленных, ну, это наше постсоветское пространство примерно. Это я там уже не говорю, это вот про UFC мы говорим, да, которые начали более-менее увеличили свой социальный статус. Вне зависимости UFC, ну, рассматриваем как спорт социальный лифт ваш, да, там, скажем, чтобы там где-то запартнерился, где-то там друзьями, где-то тебя пристроили, где-то ты там в другой лиге, там, как Магомед Исмаилов, там, с Минеевым зарабатываете, да, это 1%. Вы представляете? 1% из 100. Это вот как казино. Ну вот, кстати, если смотреть на профессиональный футбол, мне кажется, что лучше, чем в профессиональном футболе. Сколько сейчас детей идет туда и сколько может пробиться. Но это массовости. Но мы же тоже рассматриваем разницу денежных гонораров. Например, ты же можешь не только в премьер-лигу, ты же, ну, в России, давайте пример возьмем. РПЛ это вообще, ну, на уровне Европы, там такие деньги платят. Ну, понятно, что они вообще не играют. Но это вопрос, да, там всегда футбола. Но деньги они платят на уровне Европы, и даже первая лига, они там, ну, если ты прям из очень бедной семьи, ты реально там можешь положение там поправить. Но на самом деле я к тому, что при затраченных таких энергии и силы, даже если ты просто мертвый в футболе, ты по-любому будешь, ну, хоть на каком-то уровне своим, ну, трудолюбием играть. Или даже просто в любом другом виде там, деятельности. Хоть это медицина будет, хоть это преподавание, вообще, в принципе, любая тематика. И вот для меня важно будет, чтобы сын, ну, конечно, если он там мне скажет, все, я хочу как ты по профессионалам, я ему это помогу, но это на самом деле такая, вот лучше, там, не знаю, бизнесом, лучше вот я хочу, чтобы он стал врачом. Вот, ну, хирургом спасал жизни, это как бы и по религиозной тематике, и, в принципе, там, человеческое уважение внутри социального общества, да, и, в принципе, образованный парень будет. Да, мастера спорта он мне, как для бывшего профессионального спортсмена, ну, ветерана, да, спорта, мне даст корочку, я скажу, все, ты программу минимум выполнил, я тебя больше не трогаю. Что хочешь, то и делай в своей жизни. Хочешь там 16 лет, там 20 лет, но ты мастера спорта для меня, для моего эго ты должен выполнить. Все. И вот в таком формате я говорю, что ты должен, если ты собираешься в Америку, тебя там никто не ждет. Это очень жесткое место, да, там, как сказал это Рокки Бальбо в фильме, да. И, в принципе, ты там должен с запасом денежного эквивалента. Бекоев молодец. Он дождался, выждал, подписали его. Ну вот я, так скажем, я могу себе определенную историю позволить сейчас поехать в Америку и, так скажем, ну, находиться там, тратя свои определенные деньги, там, параллельные дела у меня, которые мне позволяют это делать. Но если ты молодежь и ты так расцениваешь, что без подпитки, ну, это лаки, так скажем, лаки-панч, да, так скажем, это может стрельнуть и не стрельнуть, но ты к этому должен готовиться. Ну, попробовать, если хочешь, можешь. А вот вы с рождением сына стали более осторожным, может быть, так скажем, задумываться о своем будущем? Все-таки это спорт такой, один удар может перевернуть всю историю. Судя по тому, что Шараф все еще тренируется с Долидзе. Видимо, меня жизнь не останавливает. Не, на самом деле, есть, конечно, переосмысление свои, в принципе, там. Вот заметил одну тенденцию, что он начал бояться летать. Ну, вот, я не знаю, там. Особенно у меня друг есть, там, Александр Дрейер, тоже персонаж исключительный. Он мне говорит, ну вот, чем мы больше летаем, по теории вероятности у нас меньше шансов долететь. Ну, вот такое вот, что типа критичное мышление. Я говорю, ты мне в голову больше не залази этой историей, теория вероятности. Но сама история, что где-то там, да, там, наверное, лишний раз шлем теперь я одеваю. Можно тогда. И, в принципе, в самолете тоже, да, в мирное время, да. На самом деле нет. Наверное, в принципе,
не от рождения, а вот с возрастом как-то, ты же понимаешь, карьера все равно там через 2, 3, 4 года закончится, а тебе жить дальше надо, параллельные какие-то определенные дела там, и вот с дрыгающейся головой неохота там приходить на переговоры и с кем-то общаться, чуть-чуть надо просто потом охота пожить для себя, не только весь разломанный. Да, там фанатизм отходит назад уже, когда ты там молодой, горячий, ты там со всеми хочешь постоять, все круто. Сейчас уже выборочная история, меньше там, ну да, вот сейчас, наверное, получился этот кэмп не такой. Не такой кэмп, как обычно. Но от этого на самом деле мне очень дала мотивация. Ты хочешь, не хочешь, по-любому будешь выживать вот в этой истории, и ты в форму быстрее приходишь. Потому что когда ты в комфортнее с теми же соперниками удобными, ты чуть-чуть, у тебя все это дольше, не такая пиковая форма. А тут на самом деле, ну, получилось так, что катализатор, да, этой истории. Ну, на самом деле, да, чуть-чуть, наверное, с возрастом, а больше не с детьми, наверное. Безопаснее, охота. Наверное, уже к этому отмирает так фанатическое бешеное желание там лишний раз получать ущерб. Слушай, а вот ты говоришь про возраст, а на самом деле 34 года на сегодняшний день... 32. Ну, ты говоришь, до 34 да. готов драться. На сегодняшний день просто это уже вообще немного. Там вот твой товарищ, там, ну и мой тоже, Марат Балаев, недавно сказал, что готов вернуться, ему 49. И просто сейчас смотришь, действительно из-за того, что есть запрос на имена, которые... То есть молодых не так много, там свежих каких-то интересных бойцов появляется, а вот ребят, которые там в ACB себя ярко показывали, там, ну, в том числе и ты, они все еще интересны, им делают там какие-то бои, там та же история с Токовым, в ACA. Вот все-таки, может быть, 34 это еще не конец? Ну, во-первых, там 35, ну, пытаюсь теоретически, да, там себе, но если не подпишут UFC дальше. Но на самом деле... Давайте посмотрим пройденный путь, который я прошел. Я по любителям, у меня только 700 боев. Вы представляете, 700 боев по любителям. Я мастер спорта там по 5-6 видам спорта. По 5, наверное, да. Я уже, честно... Как Бадюк, мастер спорта по спорту. Но только я реальный. Ну, в плане там чемпион мира по панкратиону, черный пояс, там мастер спорта по ММА, международные турниры Содружества выигрывал. Там самбо выигрывал азиатскую часть России, мастер спорта там. По армейке я выиграл все турниры на территории СНГ, которые были. У меня бэкграунд любительский, я не хвастаюсь, это констатирую факт, это реально огромный. И ты представляешь, не считая там по борьбе, когда я по детству боролся, и вот этот мой карьерный рост, как я вообще еще не умираю от травм, я вот просто, ну, мне удивительно самому даже иногда. Просто вот пройденный путь, вот этот с детства, и вот сейчас мне 32 года, там первый раз на тренировку я пошел в первый класс, там на карате, которые меня там выгнали за поведение, я потом пошел в борьбу, и там такие же, ну, как я, веселые ребята, непослушные, там, ну, нашел себя. И вот получается, вот это, за вот этот период времени, ну, хочешь не хочешь, ты наешься этим. Постоянные сборы, жизнь там. Я не знаю, как у меня жена вообще вот это терпит мою историю. Ну, понятно, что там я там уделяю внимание по максимуму и так далее. Она входит в мое положение, что я там, это, ну, моя жизнь, и там я делаю все для семьи, так скажем. Но это даже не то, что там зарабатываю там огромные деньги, чем со стороны параллельно, но в плане это мои амбиции, так скажем, которые вот мужское эго закрыть. Да, и она мне дает эту возможность, там, сидит дома с детьми и помогает, так скажем, закрывает мой тыл. И я этому благодарен. И вот как раз такая тематика, что, ну, я себе отметку дал, наверное, даже больше жене, да, там, с мамой. Я им сказал, они... Ну, вот у меня мама с детства говорит, она не хочет вообще, чтобы... Ну, вот... Ну, конечно. У меня вот, чтобы вы понимали, ну, ты знаешь, да, Михаил, 4 высших образования, кандидатскую пишу. Я реально образованный парень. Это вообще уникально. 700 боев, 4 высших образования полюбить. Я же говорю, я обманщик просто. В фотошопе умею делать всю эту историю. Но на самом деле, ну, меня мама воспитывала, она вообще не думала, что я пойду в спорт. Да и я, если честно, у меня были сборы, я помню, 11 класс, я помню, закончил, и мы поехали на сборы там за город, и я бегу этот кросс, а кросс же, это же всегда борьба с самим собой, особенно по детству, ну, вот когда ты только формируешься. И я бегу этот кросс на зарядке в 5 километров, и я думаю, Шараф, какой профессиональный спорт, ты что, дурак? Тебе это зачем каждый день вот это уничтожать себя? И я вот помню, вот я бежал и вот сам с собой спорил, и я запомнил мысль, что я никогда не хочу стать профессиональным спортсменом.
Спустя 5 лет у меня дебют по профессионалам. Но вот жизнь она такая. Вот я не знаю, что может быть в 35, может меня опять перемкнет. Балаев тоже заканчивал карьеру в 50 лет. Он заканчивал уже раза 3, по-моему. Ну да, но Я только. в 50 лет я точно не захочу это драться. У меня уже там будет своя там природа, рыбалка, охота, тем более на Алтае там. Ты же бывал у нас в гостях, у нас есть деятельность, чем заниматься и где отдыхать. И в принципе, вот просто пройденный путь, я уже наелся, я себе дал психологическую отмашку и семье там. Все, до такого возраста я вот что максимум выжму с этого, да. А там просто потом находиться и быть так скажем, профессионалом, но так не получится. Смысла нету. Это не в моих понятиях. Там, если не хочешь, то завяжи вообще карьеру и занимайся другой деятельностью. Все, ты всем все доказал. Ну, я, по крайней мере, всем и так уже все доказал. Где, что, как, почему. Это вот просто вот свои, так скажем, довыполнить мечту, да, там попасть в UFC, зная просто, с кем я со всеми работал. И с Имамовым в Париже на сборах я работал, и с Долидзе, да, вот мы работали, и со Стриклингом. Ну, наверное, с топ-10 с UFC моего веса в мире я со всеми отработал, прям полные кемпы проходил. И я понимаю свой уровень на самом деле. Просто это вот попадание туда, это стечение обстоятельств. Ну, в определенном моменте. А вот вы сейчас тому мальчику, который бежал кросс, что бы ответили? Зачем вам вот этот профессиональный спорт? На самом деле, вот все профессиональный спорт, это я еще раз повторяюсь, единицы, которые из богатых семей, да, так скажем. Я не могу сказать, что я там очень с бедной семьи был, да, там, ну, обычная средняя семья, среднестатистическая, в принципе, всех бывших советских республик. Но все равно какие-то свои амбиции. Наверное, как бы это ни звучало жестко, кто там придет в профессионалы, да, там, это тщеславие. Ну, все хотят доказать эго. Особенно для мужчин это нормальная история. И поэтому иногда есть такие стыковые истории в профессионалах. Там кто-то с кем-то не общается, с этим не общается. У каждого свой характер, вот особенно у таких там состоявшихся профессионалов, и каждый гнет свою линию, потому что все лидеры, да. И у нас такой эгоистичный вид спорта на самом деле. Вроде бы командная история, да, там есть угловые и так далее, но все равно у каждого эгоистичная история, почему мы там этим занимались и так далее. И на самом деле... Ну, социальный лифт, при любом раскладе спорт мне дал очень много. Дисциплину, в принципе, друзей, которые проверены в определенных ситуациях, связи, отношения. Там. У меня определенные бизнес-проекты выстроены на именно вот связях, которые я просто познакомился через спорт. Даже просто там не профессиональный спорт, где-то в путешествиях, где-то там по какому-то мероприятию и так далее. Как-то. Ну, на самом деле, это моя основополагающая история спорта. Если бы я пошел бы в медицину, ну, наверное, бы в медицине бы я бы там благодарил эту историю. Просто спорт – это, наверное, попроще социальный лифт, да, ты там видишь, потренировался, стал чемпионом, все просто. Там какие-то... И то там очень нужны большие мозги, потому что чемпион очень должен быть думающий, раз. И, во-вторых, ты должен свой продвигать личный бренд. Кому-то преподнести, особенно вот когда мы занимаемся, проводим OpenFC, мы в Барнауле проводим дважды OpenFC на нашей базе, так скажем. И вот когда ты с партнерами пытаешься разговаривать и объяснять, ты должен ему, так скажем, как менеджер по продажам, продать, зачем ему это надо. Или личный бренд, или самопиар, да, или реклама бренда, или просто вот то, что ты такой красавчик-меценат. Да, там, или какая-то там история, не знаю, там, благотворительного фонда. Миссия. Кому как свое, да, там, своя история, кому подойдет. И ты вот должен же ориентироваться, плавать. Это же, если ты, дурачок, так скажем, недалекий человек, как ты этим будешь заниматься, в принципе? И вот даже просто выстроить свой кемп более правильно, психологически. Даже я не говорю, что ты там должен во всех специалистам быть, диетологом, там, не знаю, там, любым другим специалистом. Ты должен найти тех людей, получается, ты должен быть хорошим персонал-менеджером, найти тех специалистов, чтобы создать команду вокруг себя. Ну, это зависит от твоих умственных способностей, мне так кажется. Слушай, вот, я за тобой слежу с первых боев, и давно тебя тоже, получается, знаю.
ну и соперников тоже знаю. Все-таки хочется поговорить про поражение. Что с Токовым случилось? Просто, ну, бой, на самом деле, чуть ли, наверное, не худший был в твоем исполнении. Ну, во-первых, наверное, сказалась тоже история простое. Очень ждал, потому что мы прилетели как раз в Майами в прошлом году. Прошлый год же, правильно? В прошлый год. И я вот с декабря, и это, получается, второй год подряд просто не нахожусь дома зимой. Ну, вообще, и уезжаю там в Америку на 2-3 месяца. Так как у семьи моей нету визы, ну, я сейчас работаю над этой историей, и она у меня просто сидит, ждет, и мне как бы уже там, так скажем, семейному человеку, ну, взрослому, да, там, находиться там по фейстайму общаться, папа фейстайм, да, вот этот вот. Но это уже как-то не камильфо. И получается, я улетел до Нового года в декабре, просидел там, у меня бой перенесли, опять бой перенесли, опять бой перенесли. Там со Асламбеком мы разыграли эту историю, давайте тогда сделаем реванш, если до вас интересно. И как раз к апрелю мы подрались. Во-первых, это опять сыграло большой простой. Когда ты все равно не соревнуешься, и ты же уже, когда профессионалом дерешься, ты по любителям перестаешь выступать. Ну, наверное, на начальном этапе я еще выступал по профессионалам, потому что числился за армию, и мне приходилось выступать. И, в принципе, там по панкратиону, по некоторым видам спорта я помню, ездил. по рукопашке ты в тот момент там Да, там за сборную как раз на СНГ, за сборную России я ездил по рукопашке. И вот, соответственно, ты там еще как-то в боевом режиме находишься. Когда ты по профессионалам дерешься раз в год, у тебя вот это чувство дистанции, чувство там такта, чувство, в принципе, соперника теряется. Понятно, спарринги спаррингами, да, ты там можешь со всеми жестко работать, но когда начинается бой, и начинается реально, когда тебе приносят ущерб и хотят тебя нокаутировать, вот эти как собачьи бои начинаются, ты же там, я просто вот начинаю иногда, когда настраиваться перед боем, вспоминаю, что там, ну там реально такое сейчас мясо будет, ты же, ну, трезво оцениваешь, что там соперник крутой, ты там по-любому не будешь сейчас аккуратничать. И вот так вот просто представляешь эти 3 раунда ада, да, вот этого мяса. Думаешь, блин, а начинаешь расстраиваться. Ну ладно, уже ты тут находишься, одеваешь эти перчатки, ну все, поехали. Это вот как есть там заставка, типа, все нормально у тебя? Он говорит, и мужик отвечает. Нормально. Да, все хорошо, поехали. И все, и поехали, вот так вот. И вот... И получилось так. И он, в принципе, переиграл меня тактически. Он мне не дал сделать свою работу. На дистанции не дал мне разогнаться. Как я только начинал разгоняться в стойке, чтобы с ним рубиться, он мне начинал сближаться. Ну и сам он не работал. Он просто просидел, прождал эту клетку. Там продоминировал. Ну, бой на самом деле ерунда. Так вот выразиться. И он просто не... Ну, он сделал свою работу. Ну, чтобы там меня потрясти или как-то там переехать. Ну, такого не было истории. Ну, замечу одно. Физические кондиции Токова очень поменялись по сравнению, когда мы дрались в Беллаторе. И когда мы потом дрались в ИСЕЙ. Это были 2 разных человека, и чувствовалось, что допинг-контроля нету. Ну, реально, на самом деле, там, прям почувствовал, что даже возле клетки, там, ты же видел, я не мог просто выйти. Хотя первый бой я вообще спокойно выходил, и как бы, в принципе, я знаю, что такое... Ну, я не сам слабый в моем весе. Но когда Шлеменко дрался, он уже Палыч, так скажем, думающий очень, на самом деле, он тактически очень много разбирается и особенно очень хорош в реваншах. Он может делать выводы, да, там, так скажем, это опять зависит от интеллекта. И он, посмотрев, как работу он со мной проделал, и он понимает, что он будет также сушить встречу со Шлеменко, да, он просто сделал определенные выводы, и он не дал ему сделать эту работу именно возле сетки. Ты же видел, он прямо сделал выводы такие. И очень... Ну, вот мне на самом деле надо было так. Ну, и то бой, я не скажу, что это был тоже зрелищный. Толя, так скажем, последнее время у него... Он уже сам, мне кажется, видно, что он не хочет драться. И он максимально пытается прятать свои эти острые углы. И у нас в связи с этим там не получился такой зрелищный бой. Как первый. Собственно. Да, я Асламбеку написал, я говорю, Асламбек, ну извини, но получилось так. А вы вот поражение воспринимаете, как вот вы говорили, американцы, да, это просто bad day? Или вы рефлексируете, переживаете, расстраиваетесь? Да, на самом деле уже, наверное, с возрастом уже как-то... Ну, первое это поражение, когда с Бирхамовым я дрался и попался у себя на родине, дрался в Таджикистане, главный бой вечера. И
прям четко шло все хорошо до меня. Я видел, что он уже устал там во втором раунде, да, там у меня сечка была с пол-лица, но как бы мне без разницы было, там это правила игры, так скажем. И, ну, я думал, ну, все чувствовал, я уже как раз у меня вышел первый раз на болячку, я ушел так легко, там, публика, зрители, земляки, там, все. Но я думаю, ну, все, сейчас я додавлю эту историю, он мне попал, руку как раз я потерпел, да, она даже хрустнула у меня, там, такой жесткий момент был на руку. Вот тогда я переживал в плане, но это мое первое поражение в карьере. Еще дома, там, да? Да, там дома, там еще перед земляками, еще дядек там много приехало, там, которые с кишлака там за 300 километров живут от города. Там. Причем был, по-моему, первый и единственный турнир ACB же, да? Нет, в Таджикистане было 3. Из них 2 главных я возглавлял турнира, да. И один был, там еще дрался Тибилов. Я помню, самый первый ACB, там, не знаю, 26-й, что ли. И после этого как раз запретили, наоборот, по-моему, в Таджикистане, да? Вот после моего, когда я закончил, там я с литовцем дрался в главном бою вечера. И получилось так, вот тогда я переживал. А сейчас, ну и переживал еще после Купера. Когда вот реально, ну, акклиматизация просто забрала у тебя победу. Ну, несправедливо, да? Ну и, наверное, Стокгольм я уже после первого боя, наверное... Ну, от несправедливости чуть. Ну, тогда, знаешь, да, тебя считали многие победителем. Ну, на самом деле так и есть, там просто на авторитете Федора Емельяненко ему отдали. Если бы никого не обижать, могли бы просто дать ничью. Я бы получил контракт, у меня бы не было бы поражения, и Токов бы дальше шел бы к титулу. И все бы были счастливы и довольны. Ну, справедливость была. Тем более там ничем можно было. Не как, там, скажем, в ACA, когда ничего нельзя давать, да. И вот на самом деле вот такая вот история. А потом уже со временем как-то к этому проще относишься, без разницы. Ты говорил про то, что ММА – это спорт единоличников, потом говорил про то, что все равно есть угловые. Ты недавно был в роли углового на UFC. И я так понимаю, что первый раз, да, когда ты был на UFC? Да. Какие ощущения, вот ты Богдана Гуськова секундировал, вот все-таки насколько сильно отличается там самый главный промоушен планеты от всех остальных, потому что у тебя действительно большой опыт выступления в разных лигах? Ну, на самом деле, продакшн, конечно. Ну, вот реально там... Не могу сказать. Вот по факту, вот у нас же был и Беллатор России, да, там и проходила UFC, и ACA в этой же, так скажем, арене проходила. По факту все то же самое. Вот это именно продакшн предыстории, предпродажи. Ну, Америка вообще в этом плане, она там, да, на 10, 15, 20 лет вперед ушла. На самом деле. И из-за этого это их реально, ну, выигрыш. А так внутри... Ну да, там есть на самом деле условия, которые там хотелось бы, чтобы оно было, так скажем, в наших организациях. Это вот сопровождение, там в плане там медкомиссия там определенная, медсопровождение, там корнеры, угловые, да, там у них все четко, одежда там привез, увез отдельно, там видно, на этом денег вообще не жалеют. Сопутствующие такие моменты очень круто. Даже ты вес сделал, тебе еду принесли в номере, специальную диетическую, восстановительную. Ну, это корпорация одна лучшая, ну, это единственная, с ней, ну, вообще ни рядом никто не может конкурировать. Это, я не знаю, если все лиги все вместе объединятся по бюджетам, всем мире, и то, я думаю, они не сконкурируют даже с ними, потому что это реально корпорация. UFC Performance, что своего стоит там полностью, там питание. Если ты живешь в Лас-Вегасе, это очень круто. Тебе придется просто снимать жилье, питание, лечение, восстановление, массажи, тренировки. Ну, все у тебя есть. Тебе ни на что не надо тратить деньги. Таких институтов в Мексике, в Китае, в Лас-Вегасе, и вот хотели как раз в России построить, когда еще не было санкций. А ты мог как спарринг-партнер, получается, бесплатно посещать, да, UFC Performance? Да, мы там постоянно, я приезжал то с Богданом Гуськовым, когда он был, помогал ему в подготовке, потому что я и был основным спарринг-партнером, больше никто с ним не стоял. Потому что Волкер изначально был в Кутюре, там тоже история-то, что это...
русские шпионы КГБ вот, с Копыловым и Кертисом. Там тоже такая... Ну, видел, наверное? Не видел это? Я слышал, но интересно было бы, что ты рассказал. Там тоже... Вот это вот менталитет американцев. Я же говорю, мы никогда друг друга не поймем. Мы там близкими друзьями не будем никогда, потому что они... Ну, для нас это дикость, определенная история. И вот получается такая тематика. С ним вначале подготовку прошел, а потом уже подготовку проходил как раз Долидзе. Ну и мы там, в принципе, ну в основном основная работа в кутюре была. Там просто на восстановление где-то кроссфит сделать и так далее, и все. Давай про шпионов все-таки. Интересная история. И, ну, она действительно обсуждается, что американцы, ну, не разрешают правильно спарринговаться типа в залах, в которых будут соперники будущие. Ну да, будущие соперники в одном зале не могут. Они могут все... Вот я не понимаю кутюр. Там с одной весовой категории UFC 8 человек, ну 8-10 человек. И они при любом раскладе кто-то с кем-то пересекется. И вот они варятся, им бой назначили, их за месяц разогнали. Все, типа, вы больше вместе не тренируетесь. Ну, такое на самом деле тоже частично я не понимаю эту историю. И была история, Копылов дрался с Кертисом. Я с Копыловым не общался, вот с ним виделись последний раз, когда мы с ним дрались на Подубного, по любителям Панкратиону. Вот с того момента я больше с ним не пересекался. И получается, мы были как раз в Лас-Вегасе, готовился Хабиб, ну, со своей командой, да, там Умар и кто там еще, Ислам, да, готовились к своим поединкам. И они были в этом институте перформанса. Я там постоянно был с Богданом. И мы там параллельно, он как раз на UFC 11 готовился. Все на один карт. И получилось так, что и там Копылов приехал, а Копылов дрался за неделю на UFC 310. Там, я не знаю, главный карт у них был или нет. Ну, не суть важно. И вот как получается, я приехал за 3 недели, со мной приехал еще спарринг-партнер из ХАК с Москвы, Вольник дагестанец, там он сейчас 5-0 идет. И мы вот, получается, в зал приехали, за нас Денис Тюлюлин договорился с тренером, с Эриком, типа, пусти, хорошие ребята, то-то, то-то. Все, без проблем мы приехали, Стриклинг сразу подметил, он сразу, вот, который с наших регионов, он сразу к себе их подбирает. Типа, все, мы будем с вами тренироваться, и он такой, все равно плюс-минус такой, нравится наш этот менталитет, знает, что мы заднюю никогда не кинем и всегда будем рубиться с ними. И все, ему понравилось, хотя там есть много высказываний, которые он говорит, да, в интервью, но я думаю, это не его история, там мысли. Там ему просто говорят, чтобы он провоцировал эту историю. А так, в принципе, он всегда помогал по залу, на самом деле. Там вопросов нет. Он даже договорился в кутюр, там определенный период времени мы бесплатно вообще занимались, не платили деньги. Хотя там даже спарринг-партнером, там за спарринг-партнера ты должен платить 50 или 100 долларов, что-то такое. Ну, такая история. И получилось так, что мы приехали, я с Кертисом спокойно работал, ну, где-то отрабатывали в парах, где-то там что-то, ну, я, наверное, в борьбе получше там получалось у меня. Я ему просто вот на человеческом уровне где-то подсказку, там, тут неправильно, тут поставил, тут, без задней мысли. И приезжает Копылов, у меня первый менеджер был с ним, который сейчас ведет его. Он мне говорит, там, так и так, помоги ему, там, ну, может, там, спарринг-партнером из ХАКа попроси, он как раз тоже левша. Я говорю, да вообще не вопрос. Все, мы приехали, получается, там 2 клетки в зале, я работаю с Богданом, потому что его тоже не пускают туда, Копылова его тоже туда не пускают. Он из ХАК работает с Копыловым, я работаю с Гуськовым. Все, мы отработали, ну, вот как... Там Ислам работает, там отдельная зона есть борцовская со своей всей командой. Все я там с Исламом, с Хабибом выставил фотку, там сфотались, там, да, там, что земляки. Там, потом выставил фотку, что там с Копыловым, с Богданом, ну, что вот с земляками тоже. Ну, хоть разных национальностей, все равно с одной земли, по одной земле ходим, да. И там просто так, ну, кентовская такая фотография, там, в обнимку в зале, да, все. Этот Крис пишет, там, выставил историю, там, в Инстаграме, там, вот, 2 русских шпиона. Просто слушайся, 2 русских шпиона, Шараф Далатмуродов и Исхак Магомедов. Русских. Приехали на подготовку. Приехали до моего боя за 2 недели, узнали, что я готовлю, рассказали своему Копылову и так далее. А я вот клянусь, я его вот видел вот 2 года назад. Все,
меня это начинает закусывать. Ну, чтобы как минимум не подставить Дениса. Он же за нас сказал, а то сейчас будут о нем думать, что он реально... Я Дэну пишу, типа, так и так. Он говорит, да не обращай внимания, наверное, не дураки, ну, просто он эту тему раскручивает. Все, он приходит в зал, этот Крис, мы его ловим там. Я говорю, ты что, ну, в мягкой форме выражусь, ты почему наговариваешь на нас, негодяй? Он там... мы прямо на него настигли, прям в раздевалке. Он сидел у нас вот так вот, смотрел с большими глазами. Там все мы ему объяснили, там рассказали, ты не прав, мы так не делали. Все, он там, все, извините, это просто стечение обстоятельств. Я подумал, что это вы реально там шпионы и так далее. Потом все простил. Я говорю, выставляй пост в Инстаграм, что ты там извиняешься и так далее. Все, он там выставил пост в Инстаграм. Классика, да? Потом, получается, пришел Копылов, я ему передал, его Копылова тоже это, ну, как бы задело. Но мы там не сказали, там, он тоже ему сказал, короче, все на него настигли эту историю. Денис ему позвонил с Москвы туда, там вот так и так, ты зачем так себя ведешь? И все, вот такую историю обыграли, получается. Да, смешно было. Да, Денису, если смотрят, привет. Давно не виделись. Слушай, хотелось поговорить про, ну, уже не тебя, а людей, которых ты там вел, которых можно назвать, наверное, отчасти твоими учениками. Сарварджон Хамидов сейчас будет в ПФЛ, да. В ПФЛ, в Гран-при за $500 тысяч. Вот насколько, ну, мы говорили про эго, насколько тебе приятно или, наоборот, может быть, немножко закусывает, что, ну, у Сарварджона, человека, которого ты, по сути, ведешь, которого ты привел, да, в ММА, ну, по факту сейчас получается больше, потому что он дерется за $500 000 в ПФЛ. Да не, мне вообще это как бы не задевает. На самом деле это, знаете, как можно выразиться, это вот, ну, как член семьи, да, который зарабатывает деньги, ну, во-первых, ты ментально понимаешь, что с тебя хоть какая-то нагрузка спадает, раз. Во-вторых, что он улучшит свою, ну, жизнь, это два. И это, ну, как для тренера, наверное, что это определенный показатель, значит, мы в правильном русле делали. Там понятно, что 80% это всего его усилия, там, пахота. Ну, самое главное, то, что он слушает. Я ему сказал, я говорю, я попал в Беллатор сколько, в 29 лет, а он попал в 24 года. Я ему сократил, ну, мое, наверное, так скажем, моя польза для него, да, там, я скажу, что это вот сокращение 5 лет, вот это 5 лет он не потерял, такие, как, ну, так как я. Вот эти за 5 лет он сейчас может спокойно до 30 лет с желанием, да, там, выступать, зарабатывать деньги, у него есть возможности. Тем более я знаю его уровень, ну, реально он один из лучших, так скажем, крутой, так скажем, спортсмен, который может переехать любого. Вот про это как раз хотел поговорить. На самом деле в 57 неплохой тоже 61. сбор. О, в 61. А там Магомед Магомедов, Тигр. Касум Касумов, да. Касумов. То есть, в принципе, такая, знаешь, группа смерти на самом деле. Самые топы. Ну, я не сказал бы, что это группа смерти. Ну, крепкие топовые бойцы, которые там, ну, реально, ну, за $500 000 что будут мертвецов набирать. Ну, это в каждом весе, наверное, там можно подобрать, там посмотреть, там, хоть тяжи это взять, хоть средний вес и так далее. Там на самом деле, там, ну, он реально конкурентный с ним. Там его уже, наша была задача его довести до туда, чтобы он был подготовленный. А там уже, как говорится, результат-то не от нас зависит, все сверху там уже решено. Так что, ну, мы никак не можем повлиять, мы только должны создать условия для него, и все. Ну, я вот, опять же, тоже видел практически все его бои, и я понимаю его уровень, что очень высокий, он с Петром Яном, то есть, да, проводил сборы. Да. Но все-таки, зная соперников, насколько ты его шансы высоко оценишь? Взять $500 000? Ну, я на самом деле думаю, что он есть хорошие шансы забрать. Реально, на самом деле, трезво оцениваю как профессионал уже сам, да, там, не как там, так скажем, родственник, можно так выразиться, да, там, а вот реально отрезывая, оценивая профессионально на эту историю. Тем более сейчас он дерется с англичанином. Ну, на самом деле, там, не хочу забегать вперед, но это не самый сильный оппонент в сетке. Потом он выходит на победителя Мэтас Тигр. Магомедов как раз. Да, вот, ну, я, скорее всего, думаю, что Тигр выиграет. И вот примерно есть свои моменты понимания, как работать с Тигром. И тем более шансы у Сарвара с Тигром, ну, реально есть. Окей. Интересно будет посмотреть. На самом деле, вообще, мне кажется, знаешь, PFL, они делают карды чисто для СНГ, чтобы посмотреть. А потому что Абделязиз.
Потому что негласный теневой матчмейкер – это Абдель-Азиз. Абдель-Азиз с представителями, так скажем, СНГ со всеми общается. И, в принципе, Доминанс они ведут. У него зам Фирдавс, земляк мой. Но там, я не говорю, там постсоветское пространство, мафия уже Резван вся. как раз. Ну да, там все, вот я же говорю, там, мне кажется, у него скоро гражданство ему России дадут. Или кого-нибудь Казахстана, там какой-то страны из СНГ. И просто, у Виктории формат чуть другой, обычное интервью, и она любит говорить, знаешь, про какие-то небойцовские качества бойцов. И я думаю, что ты хотел просто про образование как раз поговорить, как я тебе рассказывал. Да, я вот все время, пока мы беседуем, вы сказали, что у вас 4 высших образования. На самом деле, даже по тому, как вы рассказываете, это чувствуется. Но мой вопрос, знаете, о том, во-первых, какие это образования, как вы параллельно все это совмещали с такой активной любительской карьерой? Ну да, на самом деле у меня первое инженерное, второе юридическое, третье педагогическое, военное, еще образование есть, я офицер, как бы теперь уже в запасе. Ни отношения не имею ни к чему, никакой истории в плане. И вот получается, у меня сейчас пишу кандидатскую философии. Боже мой. Вы вообще какой-то... Есть, Миша, еще такие уникальные случаи? У него просто был любимый боец Роман Долидзе как раз. Я на него настраивался. Не, на самом деле Монсон же тоже доктор наук. Но у них доктор наук, это считается, как у нас кандидат. У нас 2 подраздела идет кандидат и потом доктор. А у них, как же он называется, PhD как-то, что-то такое сокращенно. А у них получается, он, соответственно, кандидат. Хотя Монсон, да, там анархист такой, отморозок на самом деле. Тоже как-то это соединилось в нем. Вы сейчас по философии пишете кандидатскую? Да. А тему можете сказать? Тема у меня такая... Концепция личности там в определенных структурах, так скажем. Не могу раскрывать историю, это все. Интересно. Потом после интервью вам расскажу. Вот, хорошо, вопрос мой, может быть, будет с этим связан. Вот вы считаете, что для того, чтобы быть чемпионом, к UFC примерно же все подходят физически одного уровня? То есть на пределе физических своих человеческих возможностей. Но все равно, мне кажется, от региона зависит определенной тематики, от образа жизни и так далее. Почему вот за Кавказ, да, играет? Все равно как бы там кто ни говорил, там качество продуктов, конкурентность, в плане там высокогорья, все равно это, если на долгую играть историю, да, там, то это будет играть роль. На самом деле формирование, генетическая история. Я там не расист, но, так скажем, почему с Африки представители, да, они выносливее. У меня есть друг тоже, Садибу. Он сейчас как раз в ПФЛ дерется на 84 килограмма со Швецией. И он такой, очень, мы с ним постоянно смеемся. Он как раз с Чимаевым тренировался в Швеции, в Волстаре. И вот мы как раз, я говорю, а ему 38 лет. Он Магомед Кериму, да, проиграл? На 77 килограммов, да. Он Алексахина 2 раза вроде бы выигрывал. И вот ему 38 или 39 лет. Вот я на него смотрю, я его старше выгляжу, мне кажется, там. На Долидзе смотрю, там вообще не сравнится, да, там. Но просто в плане того, что он очень в бешеной кондиции, чтобы ты понимал его уровень, он меня 2 раза на печень сажал. Там я не могу с ним тоже вообще. Это что значит на печень сажал? Пропадал, да, печень, чтобы меня нокаут ронял во время спаррингов. Там вот такие вот топ-3, да, там Садибу, Долидзе и Шон Стриклин. Вот это тоже крепкий парень, 40 лет. И вот я про что говорю, что... То есть это генетика вы просто считаете? Вот, да, я ему рассказываю, я говорю, ты откуда такой сильный? Он там, я там типа тренируюсь, я говорю, нет. Потому что твои бабушка и дедушка поработали на тебя. Вот. И он начинает с этого смеяться там, и так далее. Но сама история, что реально генетика для них сработала. Кто-то уже там ее улучшает, кто-то ухудшает и так далее. Но это не отменить на самом деле. Почему даже по спортивной аналитике, когда проводили, почему в некоторых видах спорта преобладают определенные там, не скажу цвет кожи, а представители расы, так скажем. Да. В велах Тур де Франс всегда выигрывают белые. Не потому, что у них супершкола, а потому, что у них строение чашечки определенное есть, сформирование определенной истории
ареала обитания. А в плане истории там таких силовых, взрывных видов спорта, где реально там сила, координация и выносливость, это вот представители, так скажем, ну, с Африки, да, так скажем. И получается, это уже там накладывается, какая школа, например, футболисты, там, да, там есть и белые, так скажем, и черные, но это уже представители школ, как на них это влияет и так далее. А вот так, если в целом разобраться, реально бойцы, которые очень крутые, это вот с Бразилии, Кавказ, точно. Кавказ и Африка. Белые американцы, ну... Ой. Все, закончилось, да? На самом интересном. По времени, наверное, да? Нет, Лимит исчерпан. видимо, этот щиток перезагрузился. Потому что... Отключи этот кондет, он будет шуметь сейчас. Или он выключен? Так. Все пишет у нас? Все в порядке? А вот смотрите, если мы вынесем за скобки генетику, вот что важнее? Говорят, дисциплина бьет класс, или упертость, или голод, или талант. Вот какой микс должен быть у чемпиона этих качеств? Но я думаю, на самом деле бойцовский IQ, вот это менталитет психологический, не менталитет, именно ментальность, да, психологический настрой. Ну и, соответственно, база твоя. Это в базу входит твои технические оснащения и функциональная подготовка. Все это вот 3 составляющих, которые реально там тебе дают возможность стать чемпионом. Если один какой-то провал есть, ты уже там, не знаю, там... Ну вот самое главное, наверное, ментальность. Угу. Если ты не будешь готов там отдать себя, или там у тебя уже нет мотивации, то тогда не занимайся, потому что это только будет ущерб. Если ты ждешь пропустить этот удар, ты обязательно его пропустишь. Закон Мёрфи даже там, если ты не хочешь... Самый худший. Да, вариант, он обязательно случится. У меня вот несколько вопросов еще осталось. Ты начал говорить о том, что никто не ждет сейчас бойцов из СНГ в Америке. Но интересен еще и другой аспект. Вот ты был 3 месяца, да, получается, до боя. По деньгам сколько это получается? При этом ты жил при зале, много чего бесплатно. Ну, я не при зале жил, я снимал жилье, но у меня примерно выходило в месяц $6000. Просто тоже, мне кажется, многие этого не понимают, что если ты едешь в Америку, то это будет все очень затратно. Даже Да, одно Конечно. дело получить визу, другое дело там вообще жить. Во-первых, получить визу. Во-вторых, туда прилететь. В-третьих, там просто жить, находиться. Это запасом, я говорю, там, 6 тысяч, я не могу сказать, что там шиковал, но где-то когда-то ел в кафешке, где-то там готовил дома, потому что когда уже сел на питание нормальное, мне приходилось готовить, потому что самая большая проблема, это у них реально с питанием. Они у них каждый третий там раздутый из-за того, что у них все ГМО, все вот этот фастфуд, у них нету культуры питания. У нас есть и первое, и второе, и традиционные блюда. У них вот эта солянка, у них собрались, да, там, так скажем, эмигрировали все туда народы, и общего знаменателя нету. И там непонятно все, там в принципе культуры нету. Там, это омерзительная такая некоторая определенная история, как они там себя ведут, и, в принципе, у них постоянно... Вот говорят у нас там на территории там есть определенные там какие-то в плане там межнациональные какие-то конфликты. Да у нас вообще нету такого. У нас, это в сравнении же там сравнивается. Там у них реально проблема. Есть черные, есть белые, есть желтые. Для нас, вот, например, там... Я могу вообще, мне без разницы с кем общаться, у нас этого нету. А у них это прям, когда даже ребенка отдаешь в школу, они интересуются, сколько процентов какого цвета в этой школе учится. У них реально эта проблема напряженная. Ну и там представители, так скажем, темных сил, так выразимся, они реально там, чудят. Там среди белого дня могут окно разбить и так далее, там. Самое страшное, что у них там есть пистолеты с собой, и они просто там... Ты не покажешь, что ты какой тигр, там, да, против ТТ нет приема. Он просто достанет тебя, застрелит и убежит. Или там сядет, для него, может, даже это легче будет. А ты потом, твоей семье как жить? Так что там очень небезопасно, ты там ребенка не можешь отправить. Вы бы там жить не хотели? Не, вообще никогда. На самом деле, да, там красиво, все круто, но вот я был в даунтауне, много я вообще в каких городах был, и вот в даунтауне, это вот где вот небоскребы в центре города всегда стоит, центр центра, да, там наркота,
бомжи. Там вообще не, там омерзительно находиться. Реально, просто омерзительно. Я не знаю, вот эта мечта American Dream. Ну, да, там есть возможность, приехал, заработал, уехал, но я бы в комфорте не хотел бы там, ну, не в комфорте там жить. Там есть разница расходов и доходов, может, там остается там $1000, да, там. Ну, плюс-минус, тут можно также зарабатывать. Но ты зато знаешь, что там тебя не застрелят там. Ну, грубо говоря, там не говорю, что там все ездят и охотятся, как в боевиках. Но сам формат там этих бомжей, которые под мефедроном, они там лазят, там постоянно там. Ну, страшно. Их никто не лечит, менты их не забирают, потому что это демократия. Нельзя. Им наоборот наркоту дают. И $700 в месяц. У них у каждого карта есть там. Получается, стипендию, или как они там дают, налогоплательщиков. У нас еще жалуются, кто-то там думает, да просто не путешествуют люди. Мы очень хорошо живем. И у нас потенциала на самом деле намного больше. Да, там определенные периоды времени в истории у нас есть, из-за чего у нас сложились эти обстоятельства, которые там в начале 90-х, в 2000-х были, там есть ситуации. Но на самом деле тут у нас очень все круто. И судя по тому, что ты сейчас в Алматы, в Казахстане, я правильно понимаю, что тебе одобрили визу рабочую, да? Вот я сегодня жду, как раз они мне должны одобрить или отказать, потому что я лечу на UFC в Лондон и с Андреем Пуляевым. Как раз вот я жду, должны уже сказать. И, ну, она рабочая даже. Или в Лондон? Не рабочая, это я еду английскую, да, американская визу. все в порядке. Американская у меня закончилась, но я сейчас жду петицию новую и буду новую подаваться. Тем более, пока я отдыхаю, у меня время есть еще там. Следующий бой, это я буду смотреть. У нас турнир в Барнауле 23 мая, OpenFC, и 20 сентября. И я вот думаю, или до сентябрьского турнира подраться, или после, скорее всего, чтобы там не отвлекаться, потому что это параллельная тематика, и мне, ну, разрываться тяжело будет. Ну, а теперь тебе нужно будет опять ехать там в Америку за 3 месяца, или уже в этот раз точно дадут Не, дату? я вот не хочу, да, уже 100% уже определенная дата, я уже, так скажем, директору команды сказал, там, менеджерам, да, там, давайте вот конкретно меня уже... Просто сложилось обстоятельство, почему я вот за 3 месяца улетел. У меня виза заканчивалась 30 ноября прошлого года, 2 декабря прошлого года. И я, получается, влетел 30 ноября. Визу продлил на месте, которая, например, на выезд. Если я, например, вылетел бы назад, у меня бы эта виза обнулилась, и мне пришлось бы опять делать петицию, ждать, это опять 3-4 месяца у меня бы оттянулось бы. И пришлось мне сидеть ждать, потому что не выездной, и... Ну и вот дождался до марта. Так что вот так вот. А когда у меня виза будет такая свободной датой, мне там позвонили, я полетел, буду все равно дома находиться. Мне проще так теперь, чем там. У тебя какие-то вопросы еще? Мне бы хотелось как-то резюмировать. Сегодня много интересных и полезных вещей вы рассказали. Мне кажется, ребята, которые будут смотреть, молодые, особенно бойцы, много чего полезного могут из этого нашего подкаста для себя взять. Но все-таки, подводя итог, хотелось бы сказать, хотелось бы ваше мнение еще раз такое услышать. Все-таки, если молодой парень занимается, любит этот спорт. Но всегда же есть такая дилемма. Либо мне зарабатывать деньги, ну нет какой-то поддержки сейчас, либо тренироваться. Вот хочу в UFC. Когда надо это делать? Когда надо идти и, ну вот просто идти за своей мечтой и жертвовать всем? Если только ты это не можешь не делать, или нужно как-то себе какие-то вопросы задать? Ну вот смотрите, в плане там кто что говорит, это невозможно там параллельно работать или параллельно, ну если там без поддержки мы там так выразимся, параллельно работать, параллельно там учиться или параллельно что-то, это все ерунда. Вот на своем личном примере я параллельно 2 высших образования получал, 2 раза в день тренировался, еще семье помогал по бизнесу, развозил мебель на газельке. Ну, как бы не от хорошей жизни, потому что родители заставляли, но это я делал. И, соответственно, но когда ты хочешь поехать туда, да, там сколько очень примеров, которые ребята там тренируются и ездят на доставке. Они там для доставки это неплохие деньги там на самом деле, они зарабатывают неплохо. И в принципе там обеспечивают себя там без какой-то поддержки там друзей, братьев и так далее, и спонсоров. Главное, как говорится, просто трезво оценивать ситуацию. Да, будет жестко, тяжело, но это и есть формула успеха, наверное. Преодолеть себя и пойти, будучи молодым, попробовать. Если ты реально
некоторые там люди, да, там просто грезят мечтой там и не хотят прикладывать усилия, ничем не жертвуя. Ты просто должен осознанно пожертвовать, приложить все усилия. Да, я там не говорю, что это 100% результат даст, но зато вот я для себя тоже сделал вывод. Почему я сейчас делаю эту историю через ЛФА, не дерусь, например, в нашем деле или в ИСЕИ, да, там за хорошие гонорары. Я там, условно говоря, пошел по сложному пути. Но я просто, вот, например, в 50 лет буду вот так вот качаться на кресле качалки и сам себе потом говорить, но я же приложил все усилия. Что от меня требовалось, я сделал. Я сам с собой буду честен. И также надо молодому парню. Он просто, если ты готов пойти на этот шаг, там не получится наполовину. Там реально надо себе посвятить эту жизнь определенной, да, там, ну не жизнь, часть жизни, там 5-10 лет, там, сколько ты готов на это потратить. Получилось? Получилось. Не получилось? Ну, значит, и тебе должно хватать ума, чтобы ты запасной вариант делал. Иначе, ну, это будет как в рулетке. Мы все поставили деньги на одну, да, там, ячейку, оно не стрельнуло, и ты остался нищим. Ты должен все равно иметь запасной вариант. Как бы это ни было там тяжело, сложно, всегда делай запасной вариант, потому что, мало ли, жизнь такая, всякая может быть. Ты завтра травму получишь, открытый перелом руки, все, какой бы ты там тигр был бы с контрактом, ты уже не вернешься. У нас такой, ну, реально опасный. И на самом деле, слава богу, у меня серьезных каких-то определенных травм за карьеру не было. Я помню, когда я вот начинал по профессионалам, не было партнеров, спонсоров и так далее. Я выступал по Союзу ММА тогда, а по Союзу ММА там на Кубки России там тогда давали деньги реально нормальные. Там, я не помню, 60, 150 тысяч рублей. Это тогда на тот момент еще 30, наверное, курс был. Что-то там $3000 по любителям. И я вот эти деньги тратил на подготовку по профессионалам. И я, получается, вот так от боя к бою жил. Там потом уже через 6-7 боев, понятно, появляться начали кто-то, кто помогает и так далее. Но суть в том, что я вот так вот выступая там на любителях и там не получал травму. Но это тоже мне повезло. Так что, ну, кто не рискует, тот не пьет шампанское, да, как говорят. Я по скрипту хотел еще спросить, хоть вроде уже на это можно было завершать. Ты с Александром Волковым там встречался, тоже представитель твоей команды «Стрела». Да. Александр сейчас очень близко к поясу в тяжелом весе, и, в принципе, знаешь, сейчас еще медийно немножко захватил какую-то повестку, да, бойцов из России, потому что он очень весело там свои соцсети ведет. Да, кстати, хороший пример того, как можно быть без какого-то жуткого трэш-тока интересным, ну да, медийным. Он типа смешной, веселый, классный. Ну, да. Он, вот как раз он эту тему позиционирует, потому что надо себя показывать, рассказывать. В принципе, он там, ну, американизировался нормально, можно сказать. Он там... И реально там большой плюс, там все узнают эту движуху. Да, там реально на улице идешь, там типа боец UFC, они реально как вот... У них какой плюс? Они вот, спортсменов уважают, военных, врачей, вот такая тема у них прям это реально в авторитете. И общество как бы реально подкидывает, ну и приятно, когда там, да, там идешь, фотографируется, и прям это, ну, очень сильно развитая тема. И вот Саня, получается, там, ну реально там такой популярный, да, становится персонаж. Да. На соревнованиях он же по Наге выступает, там с ним отборолся, проиграл ему и тут же фотается, что типа вот я с UFC-шником туда-сюда. И в принципе там такая история интересная, да, что он там живет, готовится, сейчас у него уже... Но он, правда, мне вообще позитива не дал, говорит, ты не подерешься, тут тебе не дадут бой, Вартанян приезжал, уже отсюда уехал, ничего не получил. Я говорю, Саня, ты такой позитивный, спасибо. Ну и вот я подрался, все, он там тоже порадовался за меня, что я выиграл. Но я же говорю, что он, будучи там, уже удивляет, ну, не удивляется, что не дают бои и так далее, что это сложно. Реально надо сидеть, ждать, готовиться там. Так что вот так вот. Ну вот главный вопрос, ты с ним тоже потренировавшись, он же получил там черный пояс, кстати, уже в Америке. Он, кстати, очень реально неплохо стал бороться в партере, я там, ну, пару схваток сделал с ним, он реально добавил, потому что все его спарринг-партнеры бразилы. Черные пояса, Ронни Маркес, Марсело, который в ПФЛ сейчас будет драться в тяжах. В плане борьбы, ну вот на земле, по крайней мере, реально вопросов нет. Он добавляет очень сильно, на самом деле. Ну, как думаешь, пояс заберет тяжелым? Да все возможно. На самом деле, это вот эти, которые там... Это все раздутая история в плане там тематики. Я же говорю, продакшн работает, все в их руках. И Саня реально там один из топов, который запросто может выиграть и забрать, и проиграть.
любой результат он может дать, так скажем. И вот сейчас на самом деле, да, там, я не знаю, там очередность, кто, когда, как, ну, Саня может запросто подраться там через один бой, наверное, скорее всего. Скорее всего, наверное, он будет драться следующий с Алмейдой, но это мое сугубо личное мнение. Прикольный бой. Ну, Алмейда сейчас, правда, вызвал Аспинала, но в целом как бой. Ну, я не знаю, там прикольный. от руководства зависит. Нам-то, как зрителям, разницы нет, с кем он будет драться. Главное, чтобы он выиграл. Шараф, спасибо тебе за интересную беседу. Действительно, круто получилось. Ну, как обычно, собственно, у нас Да, получается. очень в лайве. интересно. Много. Да, друзья, вы подписывайтесь на социальные сети Шарафа, ему нужно больше подписчиков, чтобы его UFC наконец-то заметила. Ждем твоего следующего боя, там тоже тебе пожелаем удачи, обязательно сделаем Спасибо. анонсы. Подписывайтесь на социальные сети Лиги Найза. Всем спасибо и пишите в комментариях, кого бы вы хотели бы увидеть у нас в студии в следующий раз. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас.